Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Экономический вектор развития. Правительством Чеченской Республики ведется работа по созданию рабочих мест, легализации трудовых отношений и снижению доли теневой экономики. В правительстве Чеченской Республики обсудили ключевые вопросы создания новых рабочих мест и расширения системы безналичных расчетов. Знание без границ. Да, надеюсь, что все сдадут хорошо. Это был нелегкий путь. Региональные выпускники прошли государственную итоговую аттестацию по русскому языку. Как проходит ЕГЭ, расскажем в этом выпуске. Крылья будущего. Этот проект дает молодым людям возможность не только получить востребованную профессию, но и связать свое будущее с одной из ключевых транспортных отраслей региона. Международный аэропорт Грозный запускает новые образовательные программы для будущих специалистов гражданской авиации, делая ставку на подготовку кадров нового поколения. Президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат Хаджикадырова Аймай Несиевна посетила священные земли Мекки и Медины. Она совершила все необходимые обряды поклонения, побывала в священной Каабе и мечети пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Обратилась к Всевышнему с искренними молитвами, прося мира, благополучия и милости для нашего народа и всех мусульман. Также помолилась в Рауде, которая является одним из самых лучших мест на земле. Для каждого верующего посещение исламских святынь является особым событием. Это время искреннего поклонения, духовного очищения и обращения к Творцу самыми сокровенными дуа. Учредитель Центра развития предпринимательства и единства Табарик Кадырова удостоена благодарности председателя Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александра Демина. Высокая награда вручена за значительный вклад в развитие и поддержку предпринимательства. Отмечается, что реализуемые Табарик Кадыровой проекты способствуют развитию деловой активности, поддержке предпринимательских инициатив и укреплению экономического потенциала Чеченской Республики и страны в целом. Уровень безработицы в субъекте снизился. Этому способствовало создание новых рабочих мест и меры поддержки бизнеса. Только в начале года трудоустроено 1600 человек. Это обсудили на совещании под председательством Магомеда Даудова. Далее Рамзан Абуев. Уровень безработицы снизился до 3,1%. Таких результатов удалось достичь благодаря созданию новых рабочих мест и поддержке бизнеса. Только за первый квартал текущего года по программе содействия занятости трудоустроено более 1600 человек. Именно создание новых вакансий и легализация трудовых отношений – первый вопрос совещания председателя правительства Магомеда Даудова. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, правительством Чеченской Республики ведется работа по созданию рабочих мест, легализации трудовых отношений и снижению доли теневой экономики. Реализуется комплекс мероприятий, направленных на улучшение ситуации на рынке труда. Для исполнительных органов и органов местного самоуправления установлены контрольные показатели по созданию рабочих мест и легализации трудовых отношений, исполнение которых находится на постоянном контроле. Кроме того, для легализации рынка торговли и услуг, а также сокращения объема теневого оборота денежных средств и увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Чеченской Республики, были даны поручения по установке контрольно-кассовых аппаратов всеми субъектами предпринимательской деятельности. Сегодня обсудим промежуточные итоги реализации указанных мероприятий за первый квартал текущего года. Особого внимания требует также вопрос функционирования и использования ранее установленных контрольно-кассовой техники.
Сегодня на рынке труда занято 431 тысяча застрахованных работников. В бизнес-секторе активно развиваются 34 тысячи компаний и предпринимателей, а еще 156 тысяч человек работают в статусе самозанятых. Комплексная поддержка и развитие этой сферы координируется правительственной дорожной картой. Благодаря особому вниманию, уделяемому руководством республики вопросам создания постоянных рабочих мест, сохранения занятости, повышения квалификации рабочей силы и снижения уровня неформальной занятости, социально-экономическая ситуация в регионе остается стабильной. Численность состоящих на учете зарегистрированных безработных составила 20 512 человек. Заявленная работодателями в органы службы занятости потребность в работниках на 1 апреля 2026 года составила 1121 единица. Коэффициент напряженности на одно вакантное место на 1 апреля 2026 года составил 18 человек. В результате реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой по итогам первого квартала 2026 года в Чеченской Республике по двум показателям наблюдается положительная динамика, в том числе количество созданных рабочих мест 1000 единиц, 135 единиц, целевой показатель по выявлению теневой занятости человек 2910 человек. Бизнес активно переходит на безналичный расчет. Сегодня на налоговом учете состоит уже более 7 тысяч кассовых аппаратов, причем 15% из них предприниматели установили с начала этого года. Такая динамика – результат планового перехода на современные контрольно-кассовые аппараты и терминалы безналичной оплаты, которые проводятся по поручению главы. Всего в 2026 году по плану дорожной карты необходимо установить 691 единицу контрольно-кассовой техники. В апреле 2026 года при плане 10% установлено 37,6%. То есть план был 260, установили 431 единицу. В план дорожной карты на 2026 год заложены к установке 2073 единицы платежных терминалов. В апреле 2026 года при плане 10%, то есть 207,3 единицы, достижение составило 12,7%, то есть 263 единицы платежных терминалов. Целевое значение перевыполнено. До конца года требуется установить 1810 платежных терминалов. Чтобы ускорить переход бизнеса на онлайн-кассы и безналичный расчет, в муниципалитетах созданы профильные рабочие группы. Направляет эту работу специальная дорожная карта с четкими целевыми показателями. За 2025 год увеличилось количество ККТ на 3420 единиц или на 50% от общего парка ККТ. Количество налогоплательщиков, не имеющих ККТ, на 1 июля 2025 года, когда Министерством экономическо-территориального развития Чеченской Республики была утверждена дорожная карта, составляло 2572 единицы. На 31 декабря 2025 года из этого количества было установлено 2461 единиц ККТ или 95,7% от общего количества, необходимого для выполнения дорожной карты. Для достижения целевого показателя оставалось до конца года установить еще 111 единиц ККТ, которые находились на стадии завершения. По состоянию на 20.01.26 года за период с 29 декабря 2025 года по 20 января 2026 года зарегистрировано 139 единиц ККТ и выполнение целевого показателя достигло 102%. За работу без онлайн-касс грозит административная ответственность. Чеченское управление Федеральной налоговой службы уже составило 604 протокола в отношении нарушителей. Для сравнения, в 2024 году через контрольно-кассовую технику было проведено 53 миллиарда. После начала активной работы по реализации поручения Рамзана Кадырова выручка выросла на 21 миллиард, продемонстрировав динамику в 139% по сравнению с показателями 2025 года. Абзан Амбуев, Ислам Насуров, Вести, Чеченская Республика. В столице состоялась презентация завода по производству фасадного мрамора. Потребитель сможет получить современный материал, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к погодным условиям. Он также применяется при строительстве жилого комплекса «Авангард». О значении проекта для региона в нашем сюжете.
С виду этот материал практически невозможно отличить от природного мрамора. Но по своим техническим характеристикам он его даже превосходит. Эти уникальные плиты не боятся экстремальных температур, повышенной влажности и обладают невероятной прочностью. Но главное, теперь чеченские строители и архитекторы смогут полностью отказаться от дорогого импорта в пользу нашего местного продукта. Событие собрало десятки экспертов и представителей отрасли. Презентация запуска нового завода по производству фасадного мрамора прошла на территории жилого комплекса «Авангард». Именно эти высотки станут первыми объектами, чей облик украсит новый грозинский фасадный мрамор. Проект, реализованный помощником главы региона, руководителем компании «Элитстрой» Даниилом Адаевым, стал важным шагом в развитии промышленности региона. Первое преимущество – это качество материала, дальнейшая эксплуатация этого материала. И в-третьих, самое важное, то, что, как мы и говорили, это производство местное, и то, что это на месте производится. Поэтому оно очень конкурентоспособное, и оно найдет свою нишу, я считаю, на рынке. То, что мы сегодня открываем именно это производство, и то, что мы создаем рабочие места, это все благодаря Рамзану Ахматовичу, при его поддержке. Вслед за жилыми домами материал украсит и будущий торгово-развлекательный центр. Запуск производства обеспечит рабочими местами до 250 квалифицированных специалистов. Работники отмечают, с этим материалом никакой возни. В отличие от капризного натурального камня, мрамор не впитывает влагу, а значит, погода вреда не нанесет. Мы закладываем по 50 миллиметров 3 слоя утеплителя на железобетон, плюс 2 слоя утеплителя на газосиликатный блок. То есть ниже, ну, имеется в виду меньше, мы утепление на дом не делаем. Потом у нас идет ветро- и влагозащитная мембрана. Сверху уже непосредственно уже в панели заложенные с утеплением, не горючим. Это очень такой важный фактор. У нас закладывается вот эта панель. Площадь первой очереди завода впечатляет. Это 7 тысяч квадратных метров производственных мощностей. Предприятие способно выпускать до 300 тысяч квадратных метров фасадных панелей в год. Такой объем позволит закрыть потребности в облицовочном материале не только Чеченской Республики, но и выйти на рынки других регионов Северного Кавказа. Технология производства уникальна. От подготовки мраморной крошки и армирования стекловолокном до заливки в специальные формы. На данный момент мощности предприятия позволяют выпускать до 300 квадратных метров продукции в сутки. Однако в планах масштабное расширение. До конца года производство планируют увеличить до 40 тысяч в год. Медина Мударова, Шамсудин Джабраилов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел круглый стол, на котором обсудили взаимодействие аппарата уполномоченного по правам человека с представителями СМИ. В совещании приняли участие руководители средств массовой информации региона и представители общественных и правозащитных организаций. Собравшиеся обсудили новые форматы совместной работы, вопросы оперативного реагирования и методы борьбы с недостоверной информацией. Также представили доклады, в которых рассказали о роли СМИ в правовом информировании граждан, а также современные цифровые площадки и механизмы оперативного мониторинга и реагирования на актуальную повестку. Одним из самых главных направлений – это информационное направление, потому что периодически происходит, здесь мои друзья скажут, те люди, кто в этой сфере работают, знают, что периодически происходят информационные вбросы, террористические информационные вбросы. Периодически наносятся удары по Чеченской Республике, потому что каждый удар, который наносится против Чеченской Республики информационно, это наносится в первую очередь удар против всей целостности нашей страны, против Российской Федерации. Самая главная цель информационной работы – это навязать определенное мнение обществу. Обществу вообще во всем мире, можно сказать, не только Российской Федерации. И эту работу Запад ведет своих сателлитов, через своих информационных, можно сказать, своих агентов. И на территории Российской Федерации периодически такие моменты присутствуют, потому что мы, с своей стороны, боремся, можно сказать, много направлений, с которыми мы сталкиваемся, информационных направлений. Периодически наносят удары по правам человека, что якобы на территории Российской Федерации нарушаются права человека, на территории Чеченской Республики нарушаются права человека больше. Поэтому мы в информационном плане противостоим, показываем, что это неправда, что это все навязывается Западом, их спецслужбами.
В Грозном стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Одним из пунктов проведения экзамена стала математическая школа, где выпускники сдают русский язык. Испытания проходят в строгом порядке под контролем организаторов. О важном этапе для молодых людей в сюжете моего коллеги. Вот и наступило долгожданное лето, время школьных каникул, а для некоторых единого государственного экзамена. Сегодня учеников, сдающих русский язык в своих стенах, принимает математическая школа Грозного. Гомон, пожелание удачи и повторение пройденного материала. Эту атмосферу поймет каждый, кому хоть раз довелось находиться на экзамене. Эмоции у ребят самые разные. С начала 11 класса веду активную подготовку ко всем предметам. Да, надеюсь, что все сдадут хорошо. Это был нелегкий путь, конечно, но мы приложили все усилия, чтобы достичь его. Да, особых волнений, конечно, нету, но какое-то волнение есть все равно. На пунктах проведения экзамена все строго. Вход в аудиторию только через рамки с металлоискателем. В этом году присутствуют небольшие изменения в проверке детей перед регистрацией. 3 часа 30 минут распределено у нас 300 участников, 20 аудиторий задействовано. Пункт готов к приему участников экзамена и к проведению экзамена в соответствии с методическими требованиями. Как вы видите, пункт оснащен металлоискателями, металлическими рамками, то есть тут система работает как в аэропорте. Ребята проходят, если что-то есть запрещенное, они должны это оставить до входа в ППЭ. Запрещен, то есть телефоны, шпаргалки и так далее и тому подобное на пункт проносить нельзя. Единый государственный экзамен – процедура без сомнений волнительная. Причем, как показывает практика, родители переживают гораздо больше, чем сами школьники. Однако взрослые понимают, сейчас не время давать волю эмоциям, ведь в этот самый момент их поддержка просто необходима ребенку. Сегодня сдает экзамен моя дочь, и у меня первая ученица. Да, мы сегодня очень переживаем. В первую очередь я переживаю за детей, чтобы они не волновались. Самое главное, чтобы они не волновались. Я уверена, все подготовлены. В течение года все старались. В первую очередь хочу пожелать всем удачи, чтобы они смогли проявить себя. Желаю всем детям добиться успеха на этом пути, добиться высоких результатов. Учащихся рассаживают в шахматном порядке. Экзамен начинается ровно в 10 часов. До этого времени ученики должны занять свои места в классе. Продолжительность ЕГЭ 3,5 часа. Этот пункт проведения стал одним из самых массовых. Аттестацию здесь проходит более 7 тысяч человек. Из них свыше 5 тысяч сдают традиционный ЕГЭ, а остальные 11-классники – государственный выпускной экзамен. Ахмед Рамазанов, Алисан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Запущена новая программа подготовки кадров для гражданской авиации. Проект реализован столичным аэропортом совместно с нефтяным техническим университетом. Что ожидает будущих пилотов и как будет проходить обучение, узнавал Дени Хамидов. Подготовка собственных специалистов для авиационной отрасли – одна из важных задач развития транспортной инфраструктуры региона. Для этого Международный аэропорт Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова совместно с Грозненским государственным техническим университетом запустил новую образовательную программу для будущих работников гражданской авиации. Сегодня мы можем готовить в университете техническом по двум направлениям специалистов, которые основные нам необходимы. Это служба авиационной транспортной безопасности и служба обслуживания пассажиров. Основные направления. Новая образовательная программа ориентирована на подготовку специалистов для сферы гражданской авиации. Обучение доступно выпускникам 9 классов как в очной, так и в заочной форме. Особое внимание уделяется практической подготовке и изучению специфики работы авиационной отрасли. В первоначальной стадии вновь прибывших работников они проходят технологию работы, инструктаж, обязанности и какие у них есть права при этом. В течение 3 месяцев они приступают к самостоятельной работе. Собеседования для поступающих проходят на базе аэропорта. После завершения обучения выпускники смогут претендовать на трудоустройство в Международном аэропорту Грозный, получив возможность начать профессиональный путь в сфере гражданской авиации. По указанию генерального директора Алиса Идумовича я занимаюсь этими детьми. Выделяет время, я еду, лекции провожу там в колледже. А когда практические дни, они приезжают сюда в аэропорт, я их вожу на самолет, по службам провожу, рассказываю, показываю, что я что.
Программа поможет подготовить новое поколение специалистов и откроет для молодежи дополнительные возможности для профессионального роста и развития в этом направлении. Сегодня авиационная отрасль продолжает активно развиваться, а вместе с этим растет потребность в квалифицированных специалистах. Этот проект дает молодым людям возможность не только получить востребованную профессию, но и связать свое будущее с одной из ключевых транспортных отраслей региона. Дени Хамидов, Шамсудин Джабраилов, Вести Чеченская Республика. Кино, история и новые технологии объединились в Грозном на фестивале традиционного кино «Барт». Здесь представлено более 40 работ, а сам форум посвящен 75-летию Ахмата Хаджикадырова. С места событий Турпал Тайсумов. Фестиваль традиционного кино проводится при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, а также Министерства культуры субъекта. На суд членов жюри будет представлено более 40 работ, которые уже поступили. Для любителей киноискусства это уникальная возможность показать свое видение творческого ремесла. Кино – это хороший сценарий, красивая игра актеров, четко отрепетированные действия и прекрасная работа режиссера, который сплачивает всех на съемочной площадке. Премьера с показом фильмов состоится позднее. Режиссеры и члены Союза кинематографистов России по субъекту приняли участие в церемонии открытия фестиваля традиционного кино под названием «Барт». Присутствующих в зале объединяет не только любовь к его созданию. Через фильм можно рассказать о времени, людях и судьбах. И вот в течение вот этого всего времени мы удостоверились, что у нас много интересных ребят, которые имеют интересные работы, уже представлены даже на некоторые международные кинофестивали и которые имеют какие-то призовые места. Фестиваль нам очень помогает объединить вот этих кинолюбителей, чтобы мы могли друг у друга что-то перенимать, какие-то опыт, какие-то свои традиции. Фестиваль приурочен к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Работы принимались по таким номинациям, как полнометражный, короткометражный художественный фильм, кино документальное, созданное при помощи искусственного интеллекта, а также анимационное. У нас есть достаточное количество кинематографистов, но они довольно скромные ребята в силу нашего национального самосознания. Они не заявляют громко о себе, в определенной степени стесняются своих же работ, поэтому мы решили в этом году отметить этих ребят при помощи именно проведения такого кинофестиваля, простимулировать, так сказать, этих людей для того, чтобы они продолжали заниматься тем, чем они занимаются, не ради чего-то, а вопреки чего-то. Зрители в ходе мероприятия могли задавать собравшимся деятелям киноискусства интересующие их вопросы. Историю создания документального фильма про первого имама Кавказа шейха Мансура поведал режиссер картины Ахмед Аюбов. Я думаю, многие согласятся, нам не надо ничего придумывать. У нас есть богатая история, нам не нужно какой-нибудь сказки придумывать и так далее. И, соответственно, людям интересна наша традиция, культура, потому что мы в большей мере, альхамдулилля, ее сохранили. Мы пронесли это, вот эти традиции, культуру благодаря нашим праведным предкам, которые хранили, поэтапно переносили, передавали нашему поколению. Соответственно, язык кино сегодня он очень богатый, и мы не должны упускать этот шанс, воспользоваться этим шансом, чтобы рассказать миру свое видение на сегодняшний день, чтобы взяться, снять что-нибудь про шейха Мансура. Это огромный риск среди чеченцев, потому что я знаю свой народ, тем более про шейха Мансура. Час 30 где-то он длится. И то, что в Чечне меня поддержали, это понятно. Но когда ты за пределы едешь, ты сталкиваешься, думаешь, что столкнешься с некоторыми проблемами. Но знаете, еще хочу один момент отметить. Когда я позвонил одной, Лена Станковой ее звали, я позвонил и сказал, могу ли я использовать фрагмент из вашего фильма, где показывается, как шейха Мансура выводят из сознания. Это, внимание, это очень важный момент. Потому что последние годы мы знаем, что на нашу историю идут нападки, что начинают там сравнивать, говорить, что шейх Мансур вышел, там сам сказал, ребята, я сдаюсь, пожалуйста, перестаньте меня стрелять и так далее. Я показал в этом фильме, который сами русские сняли, где они выводят из сознания шейха Мансура. Это значимый момент для истории, на это надо обратить внимание. То есть эти люди в
своих архивах или где-то подтверждают факт того, что он не сам не сдавался, никуда не выходил. Но главным фактором, давшим толчок на возрождение и развитие этого искусства, стала политика героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Именно он сделал возможным показ легендарных чеченских спектаклей. Сначала для регионального зрителя, затем всей стране и за рубежом. Именно так о талантах наших актеров и режиссеров-постановщиков узнал весь культурный мир. Торпа, Лолита Исумов, Адлан Хусаинов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.